В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амши Кушара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Долгожданная надбавка. Получатели абхазских пенсий получат единовременную доплату. Посетил яблоневые плантации и судоходный канал. Премьер-министр совершил инспекционную поездку в Ачамчирский район. Чтобы решать проблемы сообща, в Сухуми создана гильдия ательеров в Абхазии. С 1 июля должны начаться доплаты к пенсиям граждан Абхазии, получающим только абхазскую пенсию. Такую задачу поставил президент Рауль Хаджимба перед министром труда, занятости и социального обеспечения Суреном Кирселяном на совещании, посвященном вопросам пенсий. Эта категория пенсионеров получит единовременную доплату за весь 2015 год, рассказывает Елена Лолуа. Если граждане России, живущие в Абхазии, получают пенсию Российской Федерации, то они не могут претендовать на эту доплату, уточнили на совещании. После того, как было принято постановление о повышении пенсий гражданам, не являющимся получателями пенсии иностранного государства, Министерство труда Абхазии занялось уточнением числа самых социально незащищенных пенсионеров. Президент Рауль Хаджимба попросил министра труда отчитаться за проделанную работу. Деньги мы с вами получили. Практически те документы, которые были приняты по данной теме, начиная с 2015 года, постановление 3 июня по тем надбавкам, которые должны были быть, и по тем решениям, которые должны были быть связаны с количественными параметрами людей, которые должны были получить те объемы средств, которые вы сами же здесь мне определили, вот я вижу по таблице. Я просил бы, вот что сделано за это время? Поступило к нам заявок более 5000, но 4447 заявок обработаны. И эти деньги уже перечислены, значит, Сбербанком на сберегательные, на те отделения банков, где должны получать они. Сурен Кирселян уточнил, что отделы социального обеспечения продолжают принимать заявки от пенсионеров с распиской, что они не являются получателями никакой иной пенсии, кроме абхазской. Вот есть такая расписка обязательства, которую они подписывают, и эти списки поступают к нам в министерство. У нас, значит, с Пенсионным фондом Российской Федерации проведена сверка наших данных. И мы тогда сверяемся с этими данными, чтобы не получилось, значит, накладок. Это должно быть закрыто вот уже буквально через какое-то время. Деньги лежат, и деньги должны дойти до людей. Никаких больше разговоров я, чтобы не слышал. У разных категорий пенсионеров разный размер доплат. К примеру, у пенсионеров по возрасту, которые сегодня получают 500 рублей, доплата составит 1000 рублей. У пенсионеров, получающих пенсию за выслугу лет в размере 200 рублей, доплата также составит 1000 рублей. У пенсионеров, имеющих звание народный, заслуженный работник и получающих 1500 рублей, доплата составит 500 рублей. Президент еще раз подчеркнул, что это единовременные доплаты. Люди должны знать, когда мы плохо разъясняем, получается так, что получив единожды такую пенсию, человек потом ждет, что будет получать еще раз такую же пенсию. Нужно разъяснять, что это надбавки были. Вот эти надбавки один раз в том объеме, которые должны были быть получены, за весь год выданы. Следующий, как говорится, месяц, это уже будет с учетом той маленькой или большой надбавки, которая причитается ему в течение 1 месяца. И поэтому люди должны понимать, а не рассуждать потом, как это было, вот сейчас я смотрел в интернете, что мы куда-то перенаправили пенсионные возможности наших людей, что мы куда-то на футбол их потратили. Выплаты за 2015 год будут осуществляться из российских поступлений. Это финансовая помощь России. А за 2016 год ежемесячно из собственных средств Абхазии. Елена Лолуа, Алексей Агуха, Абхазское телевидение. Премьер-министр Артур Микваби совершил инспекционную поездку в село Лашкиндар Ачамчирского района, где осмотрел плантации яблоневых садов. В ходе поездки премьер также посетил село Адзюбжа, где недавно завершились работы по строительству фарватера от озера Скурча до моря. Подробности в репортаже Белы Кварчия.
В селе Лашкиндар яблоневые плантации не оправдали надежд. Высаженные 5 лет назад деревья оказались низкорослыми, с мелкими и невкусными плодами. Посадки осуществлялись на 15 гектарах земли в рамках комплексного плана содействия развитию республики, то есть на средства российской финансовой помощи. Они нам обещали, что до 25 килограмм обещали нам. Вот 4-й год, как бы мы пробадываем, труд неимоверный. Как одна клетка, 1 гектар чуть с лишним, до 200 тысяч рублей требует. То есть 15 раз где-то минимум полечить надо, обрабатывать, подкормка нужна, там нитромофос, селитра, плюс еще капельная подкормка, плюс еще растительная система, раза 4 надо покосить. Это такую тему делают в производственных предприятиях, коммерческие структуры серьезные, где финансовая прочность у предприятий большая, где техника рядом стоит. Оказалось, что во время закладки плантаций не учли состояние почвы, не были сделаны необходимые расчеты по стоимости вложенного труда, продажной цены и прочих параметров. В Институте ботаники удалось обнаружить лишь сметы проведенных работ. Вся программа стоила около 1 миллиарда. 1400 гектаров. По всей Абхазии. 1400 гектаров, я с цифрами, которые владею, это что было? 400 миллионов вот на вот эти все работы, на посадку, да? 400. А потом еще по 180 миллионов до плодоношения якобы делать. А сейчас понимаем, что эти яблоки, они не будут плодоносить. От них толку мало. А вложили же деньги. Это реально же так. А теперь приходит, я тоже понимаю, он приходит и говорит: слушайте, дайте не дадим погибнуть. Спрашивают, что не дать погибнуть? Какая перспектива? Вложим опять деньги. Вот в прошлом году дали, еще будем давать. И что дальше? Предложение выкорчевать и реанимировать сады премьер отверг. Приступить к каким-либо действиям, по его мнению, необходимо после тщательных подсчетов рентабельности продукции. Затем премьер-министр посетил село Адзюбжа. На озере Скурча он ознакомился с результатами работы по строительству фарватера, объединяющего море с озером. Работы здесь проводились в течение месяца компанией «Скурча Горизонт». Фарватер на данный момент 150 метров длиной и 65 метров ширина. Глубина его по всему фарватеру 3 метра. То есть на сегодняшний день есть возможность для судозахода в озеро Скурча технических судов для устройства уже отгрузочной инфраструктуры и для углубления фарватера до 6 метров. В той части озера будет устроена отгрузочная площадка, к которой будет подходить судно, сухогруз, до 5000 тонн водоизмещением через этот фарватер. Проект позволяет использовать местность не только как зону отдыха, но и как возможность начать здесь производство, в частности, вывоз щебня морем в Крым. Кроме того, здесь построен первый из нескольких предусмотренных по плану технических мостов. По плану у нас строительство 3 мостов, на сегодняшний день построен, 1. Через канал, который тоже мы в свое время устроили. Канал от реки Кодор впадает, в озеро Скурча. Он был создан для опреснения озера. Мост предназначен для доступа грузового транспорта к причальной инфраструктуре. Отгружать инертные материалы здесь могут машины весом до 100 тонн. Проект строительства фарватера и инфраструктуры реализуется на средства компании «Скурча Горизонт». Балакварче, Тимур Гогохия, Абхазское телевидение. Президент Рауль Хаджимба принял юную абхазскую балерину Кристину Чкотуа и поздравил ее с поступлением в Академию русского балета имени Вагановой. Директор Сухумского государственного училища культуры Сира Авицба, сопровождавшая девочку, отметила, что Кристина Чкотуа – первая абхазская ученица зарубежной академии балета. По ее словам, это новая страница в истории культуры Абхазии. Сира Авицба убеждена, что юная артистка оправдает возлагаемые на нее надежды. Сейчас Кристине 12 лет. Учиться мастерству в Вагановском училище она будет в ближайшие 8 лет. Рауль Хаджимба поблагодарил учителей и родителей юной балерины за труд, вложенный в ее обучение, и пожелал ей успехов и здоровья. Указом президента за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный врач Республики Абхазия» присвоено.
Изольде Гургенидзе, главному педиатру Гульрипской центральной районной больницы, Наталье Лакирбая, врачу-терапевту, заведующей терапевтическим отделением Гудаутской центральной районной больницы, Эмме Таркил, заведующей акушерско-гинекологическим отделением Гудаутской центральной районной больницы, Тине Халбат, заместителю главного врача по лечебной части Гудаутской центральной районной больницы. Руководители ряда гостиниц, отелей и пансионатов Абхазии объединились в профессиональную ассоциацию «Гильдию ательеров». Инициатива создания подобной организации принадлежит Торгово-промышленной палате республики. Основная цель партнерства гильдии ательеров – защита профессиональных и социальных интересов лиц, занятых в сфере туризма, и оказание помощи членам партнерства в осуществлении туристической деятельности путем представления всесторонней поддержки, а также всемерное содействие развитию предпринимательства в туристическом секторе экономики страны. Президент АПП Геннадий Гагули отметил, что в отрасли существует немало проблем, и чтобы их решать сообща, нужна площадка, на которой можно будет высказываться, поднять проблемы, сделать предложения правительству, министерству. Торгово-промышленная палата решила создать гильдию ательеров и призвать всех, не знаю, получится или нет, вступить в члены этой ассоциации, и чтобы сама эта ассоциация руководила. Наше дело только организовать, наше дело помочь в организации этого мероприятия. Многие могут задаться вопросом, а зачем это нам нужно? Я еще раз повторюсь, проблемы есть. И тем более поток туристов, который у нас увеличивается, требует более другого внимания и отношения, чем, может быть, 5 лет тому назад. Может быть, наше государство еще не все может своими силами справиться и создать определенные условия для улучшения туристического обслуживания. Нужны практики, которые каждый день встречаются с этими проблемами, и они могут их осветить. Лавина, сошедшая на днях, отрезала все дороги в высокогорное село Псху. Сельчанам пришлось обратиться к спасателям МЧС Абхазии. Подробности в материале пресс-службы спасательного ведомства страны. Добраться до места схода лавины оказалось делом не из легких. Эти кадры были сняты на перевале Пыв. Для неопытного водителя сорваться с обледенелой дороги в пропасть не составит особого труда. Однако нужно идти вперед. Огромная лавина, высота которой местами доходила до 15 метров, перекрыла все дороги, связывающие высокогорное село Псху с остальной частью Абхазии. Сама лавина – это смесь плотно утрамбованного снега, камней и почвы. Разгрести ее даже при помощи современной техники сложно и не скоро по времени. Автомобили высокой проходимости смогли бы проехать по гребню лавины, однако в ней уже образовались пустоты, вымытые горными ручьями, переходящими в небольшие бурлящие реки. Единственный способ подорвать лавину в нескольких местах, разрыхлив ее и тем самым ускорить естественное таяние снега. Операция проходила при технической поддержке Министерства обороны Абхазии и активном содействии главы администрации села Псху. По словам специалистов, при благоприятных природных условиях, а точнее при высокой температуре воздуха, лавина растает в течение 1 недели. 27 июня в 17 часов впервые в Абхазии в Государственном концертном зале Пицунского храма выступит детский хор Московского академического театра имени Станиславского и Немировича Данченко. В завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, в выходные дни в Абхазии ожидается небольшая облачность. В субботу ночью местами возможен кратковременный дождь с грозой. В воскресенье без осадков. Температура воздуха ночью плюс 24-26, днем плюс 34-36 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.